перший тур. По выніках першого тура маємо 2,5 бали на користь команди «Колядний суд» і 1,5 бала на користь команди «Душне». Ура! Але у Карапуза, уже не Карапуза, уже чисто 10. Есть ще шанс нагнати 11-х у наступному турі. Наступний тур складається з питанням, з варіантами відказу. Яны будуть цілком... Ну, лічите, що так. Лічите, що це жартовний тест. Починаємо тоді з команди Карапуза. Не Карапуз. Добре, починаємо тоді з команди «Душних». Починаємо з команди «Душних». Перше питання для вас. І на їх треба буде відказувати в учебі. Дається не 30 секунд, дається секунд 15, вони з варіантами відказу. Якое з морів омиває виспу Санторіні? Греція. Варіанти відказу. Егейське, червоне і аравійське. Если там слияние трех, там слияние трех морей. Красное это вообще, по-моему, Нет, это... Давайте эгейское. Час на меркование скончился. Какая ваша версия? Мы выбираем ответ номер А. Там Номер один. А. Номер А. Короче, первый эгейское, да. Это правильный отказ. Вы заробили себе 1 балл. Переходим до наступного питання. Наступне питання. Самая великая країна Африки. А. Алжир. Б. Судан. В. Ливия. У вас есть 15 секунд. Отказ. Ответ Алжир. Я думаю, это... Алжир. Алжир – это правильный отказ. Наступне питання. Самая довгая река Росії. Волга. Первый вариант Волга, другие Енисей, третье Обь. Уличные притоки. Елисей. Хотя... Нет, не Елисей, точно. Елисей, Алиса Сколыш. Либо Волга, либо... Последний был... А какая последняя была? Обь. Мне кажется, Обь. Почему? Ладно. Какой ваш вариант? Давай, наш вариант. Обь. Ладно, я попрошу вас решение. Наш вариант ответа Обь. Что вы робите? Правильный вариант. Четвертое питання. Яка з цих країн має вихід до Каспійського моря? Перше – Узбекистан. Другое – Туркменистан. Третье – Таджикистан. Таджикистан. Я могу кинуть еще Азербайджан. Казахстан. Кыргызстан. Казахстан. Не, ну за трёх. Казахстан, Туркменистан. Какой ты хочешь? Я уже забыла. Я хочу... Ну, Б не было ответа. Или Таджикистан. Да, реально, методом исключения. Таджикистан. Таджикистан? Да, таджики носители короны, не короли просто, понимаете? Всё, поэтому- Таджикистан. Да. Хорошо. Так Анфиса, отвечай, потому что она не сказала ничего. А ты? Меркование скончено. Яка з цих країн? Наш вариант Таджикистан. На жаль, это неправильно. Таджики сапраўды больш любяць горы, яны не выходзяць на Каспійскае море. У нас застаецца одно пытанне. Туркменистан. Правильный отказ. Туркменистан. На территории якой сучасной державы находятся развалины старожитного города Карфаген? А. Египет. Б. Сирия. В. Тунис. А почему не Сирия? Я не знаю, ну, Сирия, мне кажется... Карфаген. Подождите, мне кажется, Карфаген, это разве не мифология? Мифология была либо Мне кажется, Сирия. Египет, либо Тунис, Карфаген. Я за Сирию. Почему Сирия? Мне кажется, Сирия реально. Почему? Карфаген и Сирия, это вообще два разных. Вот именно. Нет, в Тунисе я Ватикан. Египет. Давай, отвечай. Нет. Який ваш Я отказ? не хочу. Я уже Отказ, ответила, отказ. это было неправильно. Нет. Египет. Отказ. Отказ. Мы рискнем и ответим Египет. Я увидела зарядку, я думала, это шоу. На жаль, это неправильный отказ. Правильный отказ – это Тунис. Питание номер 1 для вас. У яким штаті США самая великая кількість насельництва? А. Флорида, Б. Калифорния, В. Техас. У вас есть 15 секунд. Отвечает Анастасия Баранкова. Чё?
Ну, в штате Калифорнии. Аляске. Аляске. Я сказала Аляске. В Аляске. По-моему, на Байкале. И это правильный отказ. Калифорния, самый А это в честь этого штата суши называют. Це ще Філадельфія. Другое питання. Самый высокий водоспад у свете. А. Анхель. Б. Ниагара. В. Виктория. Виктория самый высокий в Африке. В Африке, а в мире? А в мире Анхель? Окей, все. Точно? Да. Ваш отказ. От нашей команды отвечает Миша Трифонов. Анхель. И это правильно. Питання номер 3. У якій країні знаходиться город Цинциннаті? Перше – США. Б. Канада. В. У него Испания. досрочный ответ. На. США. Ты помнишь? Да. Не раби помню. Ладно, это правильный отказ. Правильно. Четвертое Надо питання. было нам всем играть против Миши Трифонова. Я пропоную для наступної битви в профілю взяти. Не, ну можете играть? Прошлая группа Все началось с того, что против этот друг живет в следующей. Микошевичах. И все. Там уже поехал сам. А еще друг в Цинциннати. Мне кажется, у него встроен Серьезно? где-то чип, он просто гуглит это все. Четверте питання для вас. Який остров самий великий у світі? Мадагаскар, Гренландия або Бали? Австралия. Австралия. От нашей команды... От нашей команды отвечает у меня сейчас Стас Броницкий. Спасибо большое, Варя. Я думаю, я сомневаюсь между Россией и Гренландией, но я выберу Гренландию. Всем спасибо. Дякую і тобі. Что? Тихо. Ладно, Гренландия это правильно. І п'яте питання. П'яте питання. У якій країні знаходиться город Шлиссельбург? Россия, Германия, альбо Швеция. Ну, 15 секунд. Либо 2, либо 3. Как бы звучит как Германия, но мне кажется, это точно не Германия. Какие там варианты? Это вопрос подвохом. Швеция, Германия, А, какой город? Шлиссельбург. Шлиссельбург. Может, это... Нет, ну в России все, что... Шлиссельбург. Ну в России все, что такого не было, бывает. там уже переименовали, типа, грады, всякие Блин, это не может быть бурги. просто Германия. Поэтому не может. Это Швеция. Это Швеция, Ну, Типа типа, Шлисс может быть звучит как такое. Швеция. Не, но в России довольно хорошая диаспора Типа- немцев минимум. Стоп, Калининград. Еврейский автономный округ. Там как там Команда называется? «Колядный суд». Отказ. Отвечает Пусси Лавр Миша Трифонов. Спасибо за правдивый эпитет. Но наш ответ будет Россия. И это правильно. Шлиссельбург на самом деле. По выниках другого тура нашей команды мают команда Душны 4,5 балла, команда Колядный суд 7,5 балла. Але у вас еще есть махчимость нагнать, потому что мы подходим до третьего тура, где командам треба будет назвать населенный пункт по его гербе. Для третьего туру, який потребує медіаматеріалу, який ми будемо досилати у наш спеціальний чатик, обидві команди мають по телефону на столі. Я буду досилати їм певну вияву. Хоча за все це буде герб города. І перша команда, яка здогадається, мусить хлопнуть, і це буде сигналом для їх відказу. Коли команда відказує неправильно, то ти право відказу переходить до іншої команди. Команды готовы? Да! Окей. Первая выява. Тихо. Что? Солигорская? Что? Это какой-то... Белорусский герб. Это точно белорусский, да? Не, это типа какой-то город. Это город, типа, или что? А что это, мы не понимаем? Я даже не знаю. Тусок, может быть, еще.
Что это? Это Что это над мусульмане волной, какие-то? над волной, типа. Врубай свои А это звуки. случайно не Браслов? Это типа какой-то город. Потише, потише. Может, что-то про это. Ну, то есть, типа, видишь, там есть река точно или озеро, потому что Может, там... у нас есть Может, мусульманское Может, поселение? Мядель. Ну, потому что Мяделе, возле Мяделя Нарыч. И, типа, там река, месяц. А по-моему, у Браслова похоже Тогда нет. давай, ну, давай. Вот ведь, тогда пробуй. Все равно ж без... Сколько у нас попыток? Мы Мы попробуем. можем по очереди, в принципе, если... Не, так коли команда отказывает неправильно, тогда право отказу переходит на іншие команди. Ну, типа, мы все равно не знаем. Тогда, Давай. Миша, отвечай, у него есть версия. Хлопни, пожалуйста. Мы думаем, что гэта Браслаў. На жаль, гэта неправільны адказ, але можа быць у каманды душныя будзе версія. Нет. Цяпер вы ўжо мусіце адказваць, потому что уже час, в принципе, У прайшоў. нас проблема, мы не знаем, что он говорит. Мятель. Зачем микрофон? Думаешь, у меня есть слова? Грудок? Новогрудок. Новогрудок, да. Новогрудок. На жаль, гэта не Новогрудок. Гэта горад, які вядомы некаторым з вас, гэта горад Лавойск. А, чё? Кузьмич, ты офигел? Почему там этот месяц... Ты не мог свое лицо поставить на герб, но я не понимаю. Не, ён выбраў мусульманскі, по-моему, месяц, на самом деле, мне здаецца, мяч. Но дзеля того, каб быць справядлівым, гэта не толькі мусульманскі сімвал, ён выкарыстоўваўся ў многіх хрысціянскіх сярэднявечных дзяржавах. Добра, тады наступны герб. Мика есть человек. У вас есть версия? Класска. Что у нас? Я хлопнула. А зачем ты хлопнула? Можно попробовать? Не знаю, ответить. Я себе вспомнила. Коли вы уже хлопнули, то давайте, когда Все, отвечай. Давай Кобрин. О, давай, говори. Давайте Кобрин. Кобрин, безумоўна, мае нешта агульнае з Кобрай з пэўнай знамена, але гэта, на жаль, не Кобрин. Секунд 10. А, тут корона есть, может, Королёв. Коронет. Ваш отказ? всемирно известный белорусский город коронавирус. Да. Он пожирает человечество. Ладно, пускай будет типа как Королёв. Он вообще он не в Беларуси. Пускай будет Новогрудок. Новогрудок. Новогрудок уже не перший раз. І певно не апошні з'являться, я на попереднє питання відказали Новогрудок. І певно не апошні з'являться у нашій сьогоднішній передачі, але гэта город Пружаны. Так, команды готовы? Мы переходим до третьего питання. Пакуль что все ідзе складана. Напряглись. Пружаны. А. Ты знаешь? Да. Типа. Что? Ну, это Нифига. Ну, как там? старинный Берлин, фашистский. город. Как крепость, как на белорусском. Ну, Каменецкая же. Ну, типа, давайте так. Нет, Каменецкая наша одиночная. Ну, так а что, ну ты типа сила. Ну, давайте, попробуйте хотя бы. Это не белорусский город уже, извините. Какой-нибудь, где замки есть? Альшанский. Я знаю только что. Ну, это вроде не... Только вот. Мир. Ну, вроде Скажи, вроде не мир. такой. Не, ну это не мир. Это не Лицкий. Не Лидский. У Лиды другое. Но они по-другому выглядят. Ну, где-то здесь, как крепость на белорусском, слово крепость. Команды, конечно, ее сверху. Давайте крепость. Может, это какой-нибудь. Может, есть версия? С чего вы... Нет, нюанс. Что? Я думала про нее, но почему? Типа. Очень похоже, конечно. Так что, говорим? Так. Говорим, давай. Нет, подождите. А что? У команды душная есть версия. Так что, мы считаем... Лида? Лида, давайте Лида. Ну окей, мы считаем, что это Лида. На жаль, гэта не город Ліда, але версія была добрая. Команда «Колядный цуд». Значит, спадзева на вас. Может быть, вы сможете отказать? Ну, криво, возможно. Не знаю. Добрая версія, але, на жаль, таксама неправильная. Гэта город Липель.
Пакуль што наш тур ідзе непросто. Я загружаю наступную герб. Оба-на! Мало полигональный, а я думаю, что у птица в вас трех будет максимум. смыслах. Что это? Катушки? Есть Тройки? Есть что-то? Ну, это есть тройки. Витушки. Мирон, Витушка. Типа три. Стоп. Не стал. Мало полигональный, а я думаю, что у вас будет максимум. Так, давайте думать. Не, ну, веревочки. Три? Где люди вешаются обычно? Да нет. Нет, это 3 башни. Где башни? Это те башни, это веревки. Это веревки, это как будто это не веревки. Нет? Я не знаю. Это не стоп. Возможно, что это? Это туалетная бумага. Да, давай. Ну, хлопай. Хорошая версия. Калиласка, команда «Колядный суд». Ну давай. Вязанка. Это была б цікавая версия, але, на жаль, вязанка повна не має свою легенду. Команда «Душа», ваша версия. Туров, это вы говорите? А нет, это он еще есть. Он еще есть. Так, секунда. Лунинец какой-нибудь давайте. Давай, Ну, нет, это Туров. Туров там должен Нет, там другой должен быть. быть. Полеоничий там какой-нибудь должен быть. Да, Ну, давайте. ладно, хорошо, давайте. У нас нет идеи. Так что, какой? Лунинец? Калиласка, ваша Говорите, версия. да. Так как Давайте. говори, так Яка є версія? я хочу сказать. Хорошо. Нет, стоп. Скажу я, давайте. Давай. Мы считаем, что это лунинец. Это было пригожая назва, да, это было знову близко, ці не близко, але тим не менше, это город Добруш. На самом деле, я згоден. Гэта був один з самих складних гербів, але зараз буде тое, що, можна буде угадати легче. Команди готові? Я знаю. Увага. Я знаю только 2 города. Каменец. Да, блин. Команда «Колядний суд» була першою. Увага. Сразу хлопать. Да, блин. Команда «Колядний суд» була першою. Кто это? Ну, Волковыск. Так, это город Волковыск. Так, наступний герб має так само певне важне значення у історії Білорусі. Тому я думаю, що некоторые версии у вас можуть возникнуть. Калиласка. История Беларуси. Киев? Калиласка. Отвечает Михаил Трифонов. Гэта герб Заслаўя. І гэта правильний адказ. Нам засталося яшчэ 3 гербы. Наступны один з моих любимых, але я не уверен, что он один из самых простых. Команды Калиласка. Нет, я знаю, что это город какой-то. Ну, Пегас. Ну, Смотрите. Корона. вирус. Нашего дома. Хмелевск. Белая гвардия Булгаков. My Little Pony. Это Эквестрия. Почему белая гвардия? Я не знаю, Смотрите, пришла здесь нам. корона, и что это значит? Это костель? Да, блядь. Вот это что такое? Это типа знак силы. Ну типа может какой-нибудь Новокрута. Калиласка. 30 секунд уже прошло. Я думаю, ранее попередними у нас отказывала команда «Колядный суд», тому зараз першими зможе отказать команда «Душный». Ну, мы сейчас придумаем что-нибудь. Давайте хоть что-нибудь. А как, блин, какие мы есть? Смотри, нет идей. Давайте какой-нибудь... Сейчас. Давайте Новополоцк. 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 Новополоцк просто. Не, Новополоцк именно пусть будет. Или Новолукомоль. Какой вы хотите? Нет, это старый. Что? Это старый. Донецк. Калиласка, ваша версия. Так что? Новополоцк. Новополоцк. На жаль, нет, это не Новополоцк. Команда «Колядный суд», ваша версия. Гэта адна з любімай лакацый Ігора Левенцева, гэта друя. На жаль, гэта не Друя, і нават не Друя. Гэта Слуцк. Гэта Слуцк. Так. Наступны герб веселейший. Команды, ці вы готовыя? Что вдруг мы умные?
Кукуруза. Хрущевка. Кукуруза в бревне. Кукуцапель, чуваки. Кто? Не спрашивай. Может, такой... Есть что с камышами связано? Камышов. Да какие камыши? Пшеница. Где пшеницу выращивают? А ты уверен, что это пшеница? Ну Пшеницу везде выращивают. Мирона, что ты печатаешь? Мирон, ты подсказываешь? Знаете, метла сведения. Мне кажется, что все-таки строечка. Ну, типа, смотрите. Это типа этот. Ну, как, ну, Рим, типа, на холмах. Вот. 3 столпа ислама. Ну, короче, это явно... 3 столпа Кааба. кукурузы. Я чекаю твои версии. Ну, это даже не кукуруза. Кайласка, ты Миро, Иран. можно попросить ведущего не писать в чат? Ладно, можно. что? 30 секунд пройшло. Команда душная, тому зараз команда Колядный суд, ваше право на отказ. Дай Стас. Да я отвечу. Пусть будет Марина Горка. У нас есть. Гэта вельмі добрая версія, на жаль, не. Марина Горка, ваша версія? Столбцы. А, реально, пусть будут столбцы. Ну, так. Нет, гэта не столбцы, і я патлумачу, чаму. Гэта горки. Гэта не Марина Горка, гэта горки. Так, наступны герб, і я думаю, што гэта ўжо пэўна будзе апошні. Андрей, чи ты ведешь подлик? Перепаль. Покажи, приготовься хлопать. Ну, ты знаешь? Ну, давай. Ну, давай. Калиласка, команда Колядный суд. Гэта Магілёў. Гэта сапраўды Магілёў. Один з областных городов Менску, что? Один з областных городов Беларуси, якія маюць у своим гербе погоню. Я... Да, давайте еще. Мы пошли в давайте еще последний на 10 очков. Андрей, Калиласка. Я запрошу у кадра Андрея. Андрей, 10 баллов. Так, великолепная игра. Вот, подведем итоги. Так, у команды 10 классов. С гордостью всем свои 3 балла. 4,5 баллов. Мы можем добавить им 2 десятых балла за музыкальную паузу. Да, давайте 5 баллов. Ну и победители сегодняшней игры. Кто? Получается, Сколько все баллов? 11 баллов. А кто победил? А чего 11? Конечно, 3 ответили. Мирон, Я хотел бы спытать у вас уражение от гульни. Круто. Интересно. Давайте следующие по физкультуре. Мирон, следующий по физкультуре. Тем же заставы. Так, наступное по физкультуре. ПМБ? Можно было Давайте по... по спорту. ПМП и да, Ну, по физкультуре. Можно было по праце провести, но я уже у нас Давайте. По ОБЖ, по физкультуре, По по ОБЖ, человеку по миру. В общем, мы вошли в раж, поэтому мы готовы участвовать в дальнейших, так сказать, битвах по... Особенно по географии. Особенно по географии, да. На самом деле, ну, мы хоть и проиграли, конечно, но нам понравилось участвовать в данном мероприятии. Спасибо. Дякую, великий. Цудовно. Не, ну реально круто. Мне понравилось. Я так само лічу, што гэта было цудоўна. Теперь перейду на русскую мову, скажу, что это все как бы не без участия нашего любимого ведущего Мирона Витушки. Благодарю всех за участие, это было очень здорово. Очень здорово, всем спасибо. Особенно Михаилу Трифонову. Дякую. Пишите в комментариях ваши команде и чекайте новый выпуск «Битвы профилю». Предлагаю следующий тур сделать отдельно с Михаилом Трифоновым. Пожалуйста, просто возьмем его и все. И я одену майку с ДК. Наступная битва будет «Битвы профилю» против Миши Трифонова.